Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Alive. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему на Таро Декоратив. В какой сфере ваш финансовый потенциал наиболее велик, да? То есть в какой сфере вы, в принципе, имеете возможность или шансы заработать наибольшее количество денег. Вот такая интересная тема. У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. В какой сфере находится ваш наибольший финансовый потенциал? Первая карта показывает сегодня ситуацию вашу, то есть притягиваете ли вы финансы в энергетическом смысле или вообще никак нет. Вот. Мы с вами смотрим. Вы, я думаю, что точно знаете ответ на этот вопрос, да, то есть чувствуете, насколько правильно, неправильно выбрали позицию, да, поэтому лучше всего ориентироваться вообще по сигнификатору на самом-то деле. Так, первая позиция агат, вторая позиция яшма и третья позиция вот такой вот интересный кусок флюорита. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. То есть, что у вас сейчас вообще, да, как вы притягиваете в свою жизнь финансы, если у вас потенциал для притягивания финансов, денег, да, как у вас с этим, да, энергетически. И потом смотрим, а в какой сфере ваш наибольший финансовый потенциал. Так, дьявол. Первая карта – это дьявол. Сегодня вы, в принципе, притягиваете в свою жизнь деньги, но, возможно, либо нечестным путем, либо что-то темное. Ну, допустим, есть светлая, как белая зарплата, а есть черная, как, темный или как конверт называется, да, когда без налогов и вот это все. Может быть, у вас такое что-то происходит, вот как бы как 2 сферы, где вы работаете, да. Свет и тень, вот как будто бы. То есть притягивать-то вы притягиваете деньги, но находитесь в несколько либо незаконном, либо зависимом положении. Также дьявол может показывать очень такого злого начальника, который вроде бы платит, но очень сильно манипулирует вами на сегодняшний день. И поэтому, вот, конечно, это не очень приятное состояние такое, да, по дьяволу, когда тобой манипулируют, когда всех остальных работников, сотрудников тоже держат в кабале, в некой узде, да, и, ты так просто не выберешься оттуда. Есть манипулятор, вот, может быть на вас насланы темные энергии, на ваш денежный потенциал, то есть он у вас присутствует в жизни, да, но кто-то навел порчу, глаз, проклятие или проклятие по роду на деньги, денежный испуг даже может быть, вот, но на самом деле, по сути, дьявол всегда показывает, что у человека очень высокий, на самом деле, потенциал в финансах. Правда, очень высокий. Но проблема тут в другом, да. То, что можешь ли ты его на 100% реализовать, во-первых, а во-вторых, что-то тебя, может быть, блокирует, или кто-то тобой пытается очень сильно манипулировать. Вот именно манипулировать тобой как человеком, как сотрудником, как работником. И это очень неприятно, я вам скажу. Очень неприятно. Но также могут быть гневные люди, работа очень нелюбимая, да, на которой ты как будто бы как раб. Вот. Ты там зарабатываешь, но ты как раб себя чувствуешь, ты в кабале, ты в узде, ты в цепях находишься. Вот если вы чувствуете себя в цепях, то первая позиция явно ваша. Либо, знаете, еще такой момент, может быть, у меня тут даже, смотрите, 2 кубков перевернулась случайно в колоде, это значит, что кто-то вас очень сильно любит. Вот смотрите, тоже такой момент еще есть, да. Дьявол – это может быть шальные деньги, да, у человека, шальные, то есть это вот не сказать ведь, что нет денег, да. Вот эта карта, она никогда не говорит, что у человека денег нет, честно.
Он может быть в различных формах, ну, даже в кредитах находиться, еще что-то в долгах, но деньги у него при этом есть. И может игроманией страдать. Или вы знаете, как вот эти все криптовалюты, может, вот такое, шальные деньги, да, вот в пирамидах участвовать, вот такое. То есть вот смотрите внимательно, что это вам соответствует и по дьяволу, как темная, может быть, энергия какая-то. И тогда вот первая позиция ваша, и тогда вы смотрите дальше. А в чем в жизни наибольший ваш финансовый потенциал? То есть, а где он? То есть, где вы реализуетесь на самом деле и можете, ну вот, много зарабатывать, прям много. Карта мага выпала. Маг, ну ничего себе. У вас дьявол и маг. У вас, вы на самом деле человек очень-очень способный. И, скорее всего, вы хороший специалист в чем-то. Здесь вами как будто манипулируют, этим хорошим специалистом. Его то ли на уровне государства не поддерживают, то ли у него начальник к нему как к рабу относится, то ли какая вот система его держит в узде, или как, в цепях, да? А маг — это сам себе хозяин, да? И вы какой-то специалист, вы можете в той же сфере, значит, если вы, вот смотрите, если вы специалист, которым манипулируют, и которого держат в каких-то рамках, если вы такой специалист, логический маг объясняет, что вы могли бы работать на себя. И тогда вы бы зарабатывали, ну, в разы максимально. Прям много, очень много. Маг — это именно как вот профессионал в чем-то, да? И он может быть кем? Предпринимателем. Предпринимателем, естественно. Тот, кто сам себе хозяин, сам выстраивает свою реальность, сам строит свой бизнес. То, как вот это. Вы, значит, прирожденный, кто? Предприниматель, бизнесмен, бизнесвумен, кто, ну, кто-то, кто разбирается в чем-то очень хорошо, понимаете? Вот тут еще такой момент хороший, да? Вы разбираетесь в чем-то очень хорошо, очень. То есть еще вот это вся суть-то, что вы это можете реализовать самостоятельно, без каких-то вот этих манипуляторов. В этом суть. Еще, знаете, гибкость, сообразительность такая у вас. То есть вы можете любой бизнес, вот даже, может, и в нем не специалист вы, да, ну, торговля, допустим. У вас такая гибкость, сообразительность, что вы очень быстро все схватываете на лету. И если вы вот основываете любую торговлю, может быть, салоны, еще что-то, да вы быстро разберетесь. Но вам нужно работать на себя. Вы покоряете любые вершины, вы сам себе начальник, сам себе хозяин, сам себе, да. Есть мастерство, есть профессионализм, есть владение многими знаниями, умениями. Вот вы конкурентно способны. И, конечно, вам нужно выходить на собственное творение, собственный бизнес. Управлять вы можете людьми, вы можете нанимать людей, вы быстро раскручиваетесь. Кстати, маг может быть и писателем хорошим, вы знаете? Он очень хорошо пишет, он может книги писать. Вы еще можете в этом очень классно реализоваться. Книги, статьи различные. Вот вы такой изобретательный человек, очень мощный такой человек. Еще вы можете быть даже ученым, но тогда вам нужно открытие, да, тогда своя лаборатория. Вот. Но это у каждого свое на самом деле. Давайте посмотрим, вот, а в будущем вы сможете реализоваться все-таки? Или у вас пока сниженный в этом плане потенциал вот все-таки взять и перейти в этого мага, да? Взять и стать этим магом. Вот. Так, смерть. Вам надо все бросить, да. Вы могли бы, вы могли бы все реализовать, все что угодно. Вам уезжать надо, колесо фортуны. У вас только старшие арканы падают. Тут кто-то первую позицию поймала, я кого-то из своих слушателей, вот часть аудитории, кто очень хороший. И специалист, и бизнесмен, и профессионал. И кому надо вот рубить этот сук, на котором все сидят, на нем все сидят, им все манипулируют, пусть они все падают, вот, и потом жить нормально, да, то есть, да, трудно будет, это понятно, на этом суку и вы сидите,
То есть вы, когда уходите, вы, конечно, всех подводите, это ясное дело, это как божий день ясно. Вас будут упрекать, понимаете, будут упрекать. Когда вы выйдете из той сферы, где вы работаете, и вы начнете работать на себя, знаете, сколько попреков вы послушаете, смерть поэтому падает, потому что нужно рубить прям вот окончательно, бесповоротно, раз и навсегда. Вот так. И колесо фортуны, ваша жизнь меняется круто на 180 градусов, разворачивается, все меняется как с ног на голову, да. И, конечно, вы можете, скорее всего, уехать куда-то. Там реализоваться, куда вы уедете, вы будете очень хорошо жить. Вам крупно повезет, я вам скажу. Вы хватаете джекпот, когда вы берете и освобождаетесь от того, что вами или кто манипулирует и помыкает. Поэтому первая позиция — очень хорошие такие люди, очень талантливые. Вы вытащили эту позицию 100%. И я вас уважаю, потому что я сама, такой человек тоже прирожденный, можно сказать, предприниматель в каком-то смысле. И я знаю, что это такое, да. Это когда ты родился королем бубен. Вот. И, конечно, тут потенциал 100%. Можно стать богатым человеком в будущем. Вот. Вот такая вот у нас была первая позиция. А мы идем с вами дальше. 4 старших аркана. Обалдеть, конечно. Обалдеть. Вы прям, знаете, как будто сами себе не даете быть богатыми. Вот такое чувство. Или кто-то вам не дает. Так, вторая позиция. Ваш вот наибольший финансовый потенциал обсуждаем. В чем как максимально вы можете заработать деньги. Кстати, у каждого кармически так складывается, что выше какого-то есть люди, которые выше какого-то уровня могут не прыгнуть, кармически так у них отработка, да, но все-таки есть же максимальный уровень какой-то, да, может, вы его и наполовину не выработали, вот. Поэтому давайте смотреть, ваш финансовый потенциал наибольший в чем. И, значит, яшма. И первая карта. А сейчас вы как притягиваете вообще финансы, деньги в жизнь? У вас вообще какие возможности-то, перспективы? Правосудие. Правосудие. Это когда человек соблюдает все законы, работает только правдой, не нарушая ничего, старается все налоги платить, вот это все. И как работает чаще всего на государственного какого-то работодателя, то есть учреждения, да, государственные учреждения, крупные заводы, банковские структуры, там всякие компании, которые занимаются сырьевой промышленностью, все вот такое. То есть всякие вот такие крупные объекты, там всякие гидроэлектростанции, все, вот это. Все, что связано с самым главным для людей. Это правосудие и плюс, естественно, юстиция. То есть это юристы, а потом, значит, кто еще? Врачи военные, вот это полицейские. Это все связано с правосудием, конечно. Карта правосудия, да, она с этим связана. Вообще, правосудие — это просто, может быть, даже предприниматель, но честный. Тот, кто ни за что не будет что-то там левак мочить, подделывать не станет. Если вы себя здесь не узнаете, тогда лучше вам смотреть другую позицию, потому что тут четко, если выпала справедливость, человек все-таки все старается от А до Я соблюдать. Вот. Очень такой человек скрупулезный, я бы сказала, очень. И хороший специалист. Вот. Но имеет именно какую-то однозначно профессию. Допустим, не знаю, бухгалтер, да? Бухгалтер, адвокат, там, не знаю, государственный чиновник, да? То есть судья, может быть, вот такой, хирург, то есть честный человек. Вот. И я считаю, что имея такую профессию, сложно где-то самому, да, работать. Но если все-таки предприниматель вы, то очень такой хороший, да, хороший. И правда очень разбираетесь. Аккуратный человек, педантичный, да, скорее всего. Вы постоянно себя критикуете, то есть проверяете, да, как будто со стороны на себя постоянно смотрите. Я бы сказала, если по-честному ваша страна,
дает зарабатывать таким людям, то вы зарабатываете. Вообще не можете не зарабатывать, на самом деле, в любой стране практически. Такие специалисты должны цениться, у них есть определенный оклад, ставки, и даже у такого предпринимателя все-таки какой-то определенный уровень дохода стабильный, постоянный стабильный уровень дохода. То есть человек, которого уважают все-таки, да, уважают. Я бы не сказала, что у вас есть негатив на финансах, нет. Но вы можете быть так суховаты, вам может чуть-чуть скучно быть в вашей работе уже. То есть чуть-чуть выгорание может происходить. Но это не значит, что вы мало зарабатываете или можете не заработать, да. Интересно. Ну хорошо, а в чем бы вы могли зарабатывать больше? Или там, ну, ваш наибольший, да, вот все-таки, нет, давайте именно наибольший ваш финансовый потенциал. В чем? В чем наибольший финансовый потенциал? Умеренность. Ой, ну, примерно ведь то же самое, да? То есть я вам еще так скажу, карта, она говорит об исцелении всегда, исцеление. Может быть, вам нужно исцелить вашу работу в чем-то, но особенно если вы от нее устали, и она вам надоела. Но работаете ли вы на себя или на кого-то, скорее всего, вы на правильном пути. Карта вам об этом сказала, что вы сейчас в наибольшем финансовом потенциале и находитесь, исполняете свое истинное предназначение, истинное, и высшие силы хотят, чтобы вы это предназначение исполняли, и вряд ли хотели бы высшие силы, чтобы вы взяли и свернули со своего пути. Вряд ли бы они хотели. И я вам еще так, знаете, скажу, что умеренность — это карта, похожая в каком-то смысле на справедливость, но добрая. Вот справедливость, она более жесткая, да? Ну, вы же понимаете. Она судит, она как бы холодная. А умеренность, она, может, тоже холодная, но она добрая. Она имеет воздержание внутри себя. То есть вам не нужно гнаться за деньгами, не нужно воздержание, да? Деньги вам придут как бы в жизни вроде сами. Как есть, так и есть, пусть так и идет. Вы выполняете свое предназначение, и все. Но вы должны быть каждый раз добрее. Вы можете стать учителем, гуру в той сфере, в которой вы работаете. То есть сначала вы это делали, допустим, адвокат, а потом стали людей учить юридическому праву, или как это называется, да? Вот, юриспруденции. Вот это было бы для вас еще наибольшим финансовым потенциалом, если бы вы сначала, вот вы работаете, да, а потом раз, и стали бы еще, вот, допустим, врач, да, на кафедре преподавать для студентов, больше рассказывать, пошел бы в науку, тогда да, конечно. То есть вам нужно основывать нечто, где люди будут познавать в вашей сфере, познавать. И да, вы будете еще большим обладать финансовым потенциалом, но у вас ваше предназначение, оно никуда от этого не денется. То есть вы все равно его будете выполнять, то, что у вас положено, понимаете? То, что вам написано, вот как ваша профессия, она вам принадлежит, понимаете? Хорошо, теперь давайте посмотрим, а что дальше вас в плане финансов ждет. Сможете ли вы зарабатывать хорошие деньги? Шестерка кубков. Это, знаете, это какой-то средний все-таки умеренный заработок, но это, опять же, карта помощи людям и доброты. То есть это человек-альтруист. И я вам хочу сказать, что опять карты намекнули, мол, если ты будешь с людьми сотрудничать, если ты будешь открываться для людей, больше с ними общаться, больше выходить на контакты, обучать, быть милостивым, ты больше будешь зарабатывать. Вот так прям. Еще хочу карту. Здесь, значит, у нас кавалер мечей. Карта показывает, что вы еще много чего преуспеете. И если проявить должное рвение, конечно, вы добьетесь еще больших вершин. Вот так. Но, по сути, сильно прыгнуть вверх на нолики не думаю, конечно, что вот прям в несколько раз нули свои добавить.
Не знаю. Но это можно сделать только если вы будете и рваться вперед, да, и прилагать много усилий, больше усилий, и сотрудничать с людьми, быть добрыми к ним и обучать. Вот такое могу сказать. Ну, такая вторая позиция интересная. Хорошо, идем дальше. Позиция номер 3. Ваш наибольший финансовый потенциал в чем? Ну, то есть сейчас он у вас какой-то есть, мы первой картой смотрим, да, но на самом деле каждый из нас может не вырабатывать свой финансовый потенциал, то есть на самом деле иметь другие возможности, о которых мы не знаем. То есть в какой сфере ваш финансовый потенциал является наибольшим? Так, наш флюоритик. И первая карта показывает ваш сегодняшний, ну, какой-то финансовый потенциал, то есть как вы вообще притягиваете в свою жизнь деньги и притягиваете ли вы их. Вы у нас король пентаклей. Король пентаклей – это стабильный человек, он может иметь годами одинаковую ситуацию, вот только какую. Чаще всего у такого человека все-таки открыты денежные каналы. Для женщины может означать, что ее содержит мужчина, к сожалению. Периодически выпадает именно так. То есть, мол, твое финансовое счастье зависит от какого-то мужчины. Но для женщины это тоже может карта означать ее финансовый личный потенциал, то есть стабильность много лет одно и то же. И такой человек, по сути, хозяйственник. То есть он все пересчитывает, свои денежки, даже какие-то, пусть они у него средние. Такой человек, по сути, им всегда имеет шанс стать богатым, то есть он притягивает в жизнь изобилие. У него может быть имущество, он может быть богаче многих, но не понимать этого совершенно. Он проявляет ответственность к людям. И профессия такого человека может быть абсолютно любой. От банкира, да, там, экономист, финансист до, допустим, даже, ну, не знаю, продавца, женщины, да, продавца или мужчины, или там, ну, что угодно, да, любая простая может быть профессия, бармен, там, медсестра, да, то есть даже такие могут быть профессии, то есть от самых крутых до простых. Почему? Потому что король пентаклей показывает, что у тебя есть какое-то свое хозяйство, ты об этом хозяйстве заботишься, ты живешь в стабильной ситуации, скорее всего, у тебя есть за кого отвечать, возможно, есть семья, и это не меняется долго-долго-долго, а всегда одинаково. Вот. Еще, конечно, говорит о том, что если такой человек захочет, он может привлечь очень много денег в свою жизнь. То есть у него есть потенциал привлечь много денег в свою жизнь. Для женщины может быть привлечь богатого мужа в свою жизнь, да, или стимулировать своего мужа, чтобы он был больше богат, более богат. Вот. Здесь, да, здесь может быть вот именно как мужская энергия. Но при этом вот я говорю, что здесь не могу назвать человека, что он был бы, может быть, беден, да, то есть бедным такого человека короля пентаклей не назовешь. Если бы я в другом раскладе это говорила, да, вернее, увидела этого короля, я бы вообще сказала, что тут огромный финансовый потенциал. Но я понимаю, что он может просто показывать вашу не меняющуюся годами ситуацию, одинаковую всегда. Вот. Причем вы думаете, возможно, что вы хуже других живете, но это совершенно не так. Если бы вы проанализировали, вы бы поняли, что многие не имеют, там, допустим, своей квартиры, своего угла, там, комнаты, имущества, а у вас, возможно, есть какая-то такая ситуация, да, и вы живете лучше многих, то есть если вас сравнивать с другими людьми, да. Но это правда, это правда. Хорошо, давайте теперь тогда посмотрим. А в чем ваш наибольший финансовый потенциал? В чем ваш наибольший финансовый потенциал? Ага, 7 кубков. А у вас, вы знаете, в творчестве вы настоящий, прирожденный человек с талантом. Либо художника, либо музыкальный талант, либо писательский талант. Может быть, там, не знаю, если музыки, то может и как игра на музыкальных инструментах, так и пение. Или может быть что-то, вот просто какой-то дар такой, да, который вы воспринимаете как хобби, но в этом хобби вы как раз могли бы иметь максимальные деньги.
Вы знаете, 7 кубков — это человек с фантазией. Вот, только вот в какой сфере фантазия у каждого здесь, кто смотрит, проиграется по-разному. Даже это может быть эзотерика, если честно, но редко, реже, да, реже, чем искусство, и чем какой-то вот именно вот такой талант. У вас что-то такое есть, ну, допустим, не знаю, танцы, картины, какие-нибудь скраббукинги, там что-то хобби руками делать, там шить, может быть, не знаю, вязать, цветы составлять, флорист, вот что угодно, но вы можете это раскрутить до такой степени, что у вас аж выставки будут, допустим, или напечатают вашу книгу, или вы будете выступать как певица, там, певец на сцене, понимаете, о чем я? То есть у вас есть такой потенциал, и это наибольший потенциал финансовый для вас, а вовсе не быть в скучном, так скажем, в скучном, да, короле пентаклей. Это правда. Для вас это скучно, и вы должны себя реализовать, вот как будто бы, да, у вас есть дар, и вы должны его реализовать на практике. Хорошо, давайте посмотрим, а реализуете ли вы его на практике в будущем, этот дар. Шут. Достаточно лишь пуститься в приключение. Карта говорит всегда о том, что вы пуститесь в это приключение, вы рискнете и действительно реализуетесь. То есть это правда, вы можете. И, скорее всего, у вас действительно в будущем, да, вот видите, вы разрушите все, что было, разрушите, да, уволитесь с работы в будущем после того, как вы сначала начнете развивать этот дар, сначала его начнете развивать, потом уволитесь с работы, да, то есть чтобы себя реализовать уже на 100%. Вот, и дальше, видите, у вас идет валет жезлов, который говорит, что вы будете вот в совершенно новой своей сфере работать, и тогда у вас пойдут вот эти деньги уже за счет того, что вы себя раскрутили в творчестве, и вы станете на уровне императрицы. Для мужчины это тоже потенциал денежный, так же, как и для женщины. Но для женщины, конечно, здесь прям наибольший финансовый потенциал самостоятельности, да. То есть, если уже вы зависели от мужчины, то можете в будущем не зависеть, реализовать себя. Представьте, что вы очень круто рисуете на ногтях. То есть, не обязательно даже это могут быть картины. Вот есть люди, маникюром занимаются, но это, если они воспримут это как творчество, и прям будут, не знаю, фотографировать выставки, делать со своими работами, да, что там на ногтях такое шедевральное. Вот даже в это можно раскрутиться на самом деле, или там Инстаграм раскрутить, или еще что-то, социальные сети. То есть вот здесь видно, человек в творчество пошел, он уволился с работы, или там оставил свой скучный там бизнес, и пошел, и у него, вот он потом, значит, начал это все реализовывать, да, и может добиться очень высокого финансового результата. Ну, вот такой ответ у нас по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, пишите, срезонировало или нет. Или, может быть, нужно сделать еще такое видео для следующих категорий людей. Вот. Такое тоже бывает, что за 3 позиции все категории людей ты не можешь объять, да? Срезонировало у вас или вы еще хотите? Вот пишите обязательно такой ответ. Всем пока и до новых встреч!